Тысячи жителей Коми уже приложились к древней святыне, мощам Николая Чудотворца. Считается, что именно святой угодник, так его еще называют верующие, оберегает от всех недугов. У него принято просить защиты от болезней и просто помощи. Александра Маркина о великой святыне. Слава тебе! Святые мощи заложены вот в этой иконе. Она датируется 18 столетием. Изображенный на ней Николай Чудотворец – один из самых почитаемых христианских святых. Своими чудесами он прославился на весь мир. Верующие говорят, Николай Угодник исцеляет от печали и горестей, приводит людей к Богу, свету и добру. Это великий, древний христианский святой. Он почитается во многих церквях, поэтому столько народу к нему тысячами ежедневно идут. Величайшую святыню по благословению владыки Петерима привезли в столицу Коми из Усть-Вымского мужского монастыря. Ранее она была закрыта для поклонения. Теперь же возможность приложиться к древней святыне появилась у всех верующих. Здесь ежедневно выстраиваются очереди. Сотни и тысячи прихожан съезжаются со всей республики. Надежда Балаина в Свято-Стефановском соборе бывает только по большим православным праздникам. И сегодня приехала из Зеленца специально для того, чтобы набраться сил, которые, по ее словам, передаются через нетленные останки святых. Женщина верит, Николай Угодник поможет справиться со всеми недугами. И семейные проблемы, и здоровье. Ну, как он... Чудотворец должен помогать. Но и для тех прихожан, кто посещает храм ежедневно, мощи святого угодника – экспонат очень ценный. Все как один заявляют, останки Святого Духа способны творить чудеса и просто поднимают настроение. А сейчас видите, какая благодать, мощи и икона Николая Угодника, благотворная икона, чудотворная. Вот и ходим. Очень радуемся. Кстати, в храме можно заметить и совсем юных верующих. Богдан пришел сюда с бабушкой. Мне даже внук помолился, исповедовался. А к иконе приложился? Приложился, все как положено. Он в садике там кого-то мальчика обидел, и вот пришел и исповедовался. Это ж детство надо, чтобы он знал. Мощи пробудут в главном кафедральном соборе Сыктывкара до воскресенья. У прихожан еще есть время воспользоваться уникальной возможностью. Стоит отметить, останки Николая Угодника также хранятся в соборах Италии и Турции. Александра Маркина, Василий Янин, телеканал Юрган, Сыктывкар.